Здравствуйте, уважаемые представители СМИ. Мы рады вас приветствовать в Центральном офисе партии социалистов АТО Гагаузия. Вы, наверное, знаете, что вчера в нашем офисе прошла конференция партий, где приехали представители всех населенных пунктов Гагаузии. Была открытая дискуссия по предстоящим башканским выборам, был открытый диалог. Представители всех населенных пунктов Гагаузии, социалисты Гагаузии высказывали свое мнение. И по итогу я хотел бы от имени всех социалистов зачитать обращение к руководству партии социалистов и Республиканскому совету. На прошедших парламентских выборах 30 ноября 2014 года партия социалистов заручилась поддержкой большинства избирателей Гагаузии – 57%. Благодаря усилиям членов и сторонников партии, поддержке со стороны группы депутатов Народного собрания Гагаузии и объединению патриотических сил Гагаузии. Идеи и цели, пропагандируемые партией социалистов, всецело совпали с идеями гагаузского народа, выраженными посредством референдума от 2 февраля 2014 года, где 97% жителей Гагаузии высказались за интеграцию Республики Молдова в таможенный союз. В преддверии башканских выборов считаем, что руководству партии социалистов стоило бы учесть и согласовать выдвижение кандидатуры на пост главы Гагаузии с членами территориальной организации АТО Гагаузия, группой депутатов Народного собрания, которые активно продвигали партию на парламентских выборах. Мы, члены территориальной организации партии социалистов АТО Гагаузия, убеждены в том, что наиболее подходящей кандидатурой на должность башкана Гагаузии является лидер, который активно продвигал на протяжении последних 2 лет идеи укрепления прав и полномочий Гагаузии, проведения референдума и поддерживал партию социалистов на парламентских выборах. Считаем, что кандидатурами наиболее подходящими для поддержки со стороны партии социалистов являются депутаты Народного собрания Гагаузии Константинов Дмитрий Георгиевич, Чимпаеш Сергей Константинович и Бургуджи Иван Георгиевич. Мы категорически против поддержки со стороны партии социалистов кандидата Влах Ирины Федоровны на предстоящих башканских выборах. Она является нашим непримиримым политическим оппонентом и на протяжении парламентской кампании вела нечестную и грязную борьбу против партии социалистов и ее членов. Всего 2 месяца назад она призывала жителей Гагаузии голосовать за партию коммунистов, которая впоследствии пошла на говор с партиями правящего альянса. Тем самым она выполнила заказ Воронина, Плохотнюка, Филата. Мы уверены в том, что данный сценарий ей был известен заранее, и она использовала гагаузский электорат в целях обеспечения голосами новой проевропейской коалиции. Выполнив свое задание, она обманула гагаузский электорат на парламентских выборах и решила это сделать снова на башканских выборах. Ирина Влах по договоренности с Владимиром Ворониным вышла из партии коммунистов и теперь старается использовать партию социалистов, чтобы обмануть еще один раз жителей Гагаузии и выполнить сценарий, разработанный проевропейской коалицией в Кишиневе. Любая договоренность с Ириной Влах означает поражение партии социалистов в Гагаузии и предательство рядовых членов и сторонников партии. В случае ее поддержки мы потеряем доверие нашего избирателя, веру в то, что в Гагаузии могут прийти новые политические силы к власти и изменить ситуацию к лучшему в регионе и стране. Наше обращение принято единогласно на конференции территориальной организации партии социалистов АТО Гагаузия 29 января 2015 года.